Древние сигнальные вышки на уйгурском участке Шелкового пути. Как самый крупный административный район Китая, уйгурская автономия вмещает в себя крупнейшую в стране пустыню, крупнейший бассейн, крупнейшее пресноводное озеро во внутренних районах. Перед лицом такой обширной и сложной территории обеспечить связь на дальние расстояния и достичь эффективного взаимодействия было непростой задачей, но это никогда не останавливало. Когда сигнальные башни начали соединять северную и южную стороны Тяньшаня под именем Великой Стены, эта земля, в древности называвшаяся Западным краем, с тех пор навсегда связалась с Китаем. С появлением уйгурского каганата эти земли перешли под управление уйгуров, которые обеспечивали безопасную торговлю на Шелковом пути. В городе Юли уйгурской автономии, в 50 километров от древнего города Корла, в Музее культуры Великой Стены на Шелковом пути, эти модели сигнальных башен – самые примечательные экспонаты. В музее представлены как модели сохранившихся башен, так и реконструкции по манускриптам. По обе стороны Тяньшаня обнаружено более 200 подобных башен, средняя высота которых превышает 10 метров, а площадь застройки варьируется от нескольких десятков до нескольких тысяч квадратных метров. Сигнальные башни и есть часть Великой Стены в пустыне. Более 2000 лет назад, чтобы отразить нападение Хунну и защитить Шелковый путь, ведущий на запад, в государства Персии и Византии, династия Хань начала продлевать Великую Стену, которая доходила до Юймэньгуаня, в сторону государств Западного Уйгурского края. Однако возводить Великую Стену в Уйгурском крае было непросто. Обычная Великая Стена представляет собой непрерывную цепь крепостных стен, господствующих на опасных горах, и использует рельеф для обороны. Но в Уйгурском крае, где повсюду пустыни, Гоби и Нагорья, возведение крепостных стен явно не могло достичь той же цели. В этих условиях сигнальные башни, способные передавать сигналы, стали продолжением Великой Стены в Западном крае. Эти сигнальные вышки упоминаются в хрониках династии Тан. Во времена Тан у них было другое название – песчаные. Они были изготовлены из слоев красно-ивовой лозы, кожи и песчаника. Также устанавливались деревянные буддийские изображения, чтобы противостоять ветру и песчаным бурям. Начиная с 1996 года я выпускаю голубей у сигнальной вышки. Этой вышке уже более 1000 лет, и я надеюсь, что она простоит вечно. В те времена, когда не было ни телеграфа, ни телефонов, сигнальные башни служили средством передачи оповещений о надвигающейся опасности в пустыне. На каждой такой башне постоянно находилось 5-6 солдат. Заметив признаки военной угрозы или передвижения вражеских войск с высоты, они с помощью дымовых или огненных сигналов распространяли сигнальную информацию. Огни и дым вспыхивали цепочкой, и через сигнальные башни, установленные каждые 5 километров, тянувшиеся вдоль по направлению древнего Шелкового пути, оповещали об опасности. Сигнальная башня Кызылгах, построенная в эпоху Хань, является самой ранней и лучше всего сохранившейся сигнальной башней на северном маршруте древнего Шелкового пути. Она до сих пор спокойно стоит близ города Кучер округа Аксу. 1000 лет назад она охраняла процветавшее государство Куча. Проходивший здесь монах Сюаньцзан, направлявшийся на запад, записал, что местные жители искусны в танцах и музыке. Струнные и духовые инструменты звучат мелодично, превосходя все другие государства. И у них есть обычай обливаться водой на праздники урожая. Именно отсюда, вдоль Шелкового пути на восток, этот праздник распространился по всему Китаю. В конце концов, в Юньнане он преобразовался в хорошо известный нам фестиваль воды. Но было и обратное влияние. В Музее культуры есть китайские кувшины, найденные на руинах Иньпань в уйгурской автономии, а также эти черепичные окончания, ваданы, обнаруженные в районе озера Баграшкёль. В те времена это были предметы и строительные элементы, которые могли изготавливать и использовать только выходцы с центральной равнины. В этих предметах сконцентрировался дух эпохи, веяние времени, когда 1000 лет назад на Шелковом пути процветали слияние и взаимное обогащение культур.
Величество уйгурского края с древности было в его уникальной способности объединять культуры 4 великих цивилизаций человечества – от греко-римской и персидской до индийской и китайской. В современной уйгурской автономии, занимающей 6-ю часть территории Китая, живут представители всех 56 национальностей страны. Здесь расположено 18 открытых портов для внешней торговли. Именно теплое и бережное отношение, которое нес в себе сигнальный огонь с вышек, сделало возможной эту всеохватность. Как часть Великой Стены, вышки своим неугасимым сигнальным огнем согревают каждую душу, жаждущую мира и взаимопонимания, создавая главу о сообществе единой судьбы.